Я видел здесь чудо природы. Сады Семирамиды, колосс Родосский. Это не сон, не мечта воображения. Я видел эти чудеса на правом берегу Лены, за 8000 верст от Петербурга. Так, 150 лет назад писал о знаменитых ленских столбах один из русских путешественников. Эти берега и сегодня привлекают многочисленных туристов. Но мало кто знает, что Лена – главная дорога Якутии. Идут по ней тысячи судов самого разного назначения. Уже давно речники ходят в Ледовитый океан. Многие капитаны имеют дипломы дальнего плавания. Навигация на северных реках непродолжительна. Всего 4 месяца. А ближе к Ледовитому океану и того меньше. Потому и торопятся речники. За короткое лето Ленский флот перевозит 80% грузов Якутии. С октября по май голубые речные дороги становятся зимниками. От портов в Ледовитом океане идут машины с грузами в дальние прииски, на Драги, в горняцкие поселки, к охотникам и оленеводам. Все на плечах машин. Владимир Александрович Климов, бригадир водителей автогрузового предприятия «Якутзолото». Приезжая на север, водители к нам поступают на работу. Мы его в первую очередь проверяем, его знания в слесарной работе. Дальше мы его отстажировываем. Если нужно, то мы его подучиваем северным условиям работы. И ему приходится 1 на 1 находиться на трассах. Надеяться не на кого, кроме как на себя. Он сам себе механик, штурман и вообще что угодно. Большая ответственность, высокая зарплата. Значит, и отдача должна быть такая же. Иначе какой смысл? Для севера смысл такой. Нужны здесь большой грузоподъемность автомашин. Руки дорогие. А чтобы его задействовать правильно, водителя того же, нужно посадить на крупную грузоподъемную машину. Я просто по государственному хочу сказать, если у нас 1/3 земли, можно сказать, нашей, нет ни железных дорог, ничего. Крас у нас был перспективный, здесь, на севере. Почему затормозили строительство развития Кременчука? Его нужно было развивать, а не КАМАЗ. А КАМАЗ надо было его доработать сначала, потом так серийно выпускать.
просто убыточно. Бывает у нас сложности свои. Пурга прихватит машины в пути. До тех пор машины колмотят, что топливо у них кончается, они сливают в одну машину, и водители там сидят. Вот там, тогда-то мне приходилось вылетать, искать их на вертолете, помогать их снимать с машин. Или же посылать туда технику дорожную, чтобы выручить их. Законы зимника простые. Стоит машина — остановись. Едут из тундры навстречу — остановись обязательно. У шоферов с оленеводами встречи частые. Мало ли что случится в тундре. Может, срочная помощь понадобится, или подвезти кого-нибудь надо. Да и просто поговорить, вспомнить общих знакомых. Опытному взгляду все ясно. Нарядные одежды. Значит, едут в поселок на праздник. А колонна тоже торопилась на праздник. Шоферы хотели встретить его дома. Благо, солнце в конце апреля уже не заходит. Говорит Москва. Московское время — час ночи. В Новосибирске 5 часов, в Иркутске и Улан-Удэ 6, в Якутске 7 часов утра. Дорогие товарищи сибиряки, Маяк поздравляет всех с 1 маем, международным праздником трудящихся всего мира. Но дорога держит. Чинит препятствия, берет свое. Не сразу подбирается бригада. Не просто приживаются на севере люди. Давай, я подъеду. Зацепку как делают? Ну, мол, 15 лет отработаем, потом, чтобы пенсия была, и уезжать. Нет, уже если затянулось до 15, так уже до пенсии и тянут. Но в основном, конечно, когда на пенсию уходит, уже уезжает. Родители уехали, а дети остались здесь. За эти 20 лет, как приехал с Урала Владимир Климов, не раз он думал о возвращении. Но север затягивает. Теперь вот и сын решил работать и жить здесь. С севера на юг тянется зимник. У моря Лаптевых еще зима, а через 300 километров северная, но все-таки весна.
доехать. Ну вот. Абрикосов и вишен в этом кумаке транспарант. На улице молодого города, кажется, вышло все население. Я пригласил к микрофону Таисию Терентьевну Бровко. Это первая учительница. Вот так и встретили праздник. Заварили чай. У кого что нашлось, по-шоферски тормозок, на общий стол. Так что же главное в дороге? Черешня уже, Майка. Тормозок. Тормозок, чтобы желудок был не пустой. Это главное. Да, Все. покушать. И танцевый инструмент. Теплую одежду. Не надеться, короче, там на столовую или что, всяко бывает, потому что В общем, пища надо на 2-3 дня. да, проезжаем, то магазин закрытый, то столовую, там санитарное изделие или что. Сейчас в Москве 10 градусов. Сегодня днем в столице теплая погода, 15-17 градусов. А весна берет свое. Заканчивает свой путь колонна, закрывается зимник. Скоро навигация. Осетровский порт главный на Лени. Отсюда северяне получают все. От иголки до экскаваторов. Запасают на долгую зиму горючее в танкерах, продовольствие в сухогрузах и рефрижераторах. Здесь многие говорят, Бог, пролетая над Якутией, обморозил руки и выронил свои богатства на эту землю. Конечно, якутские алмазы и золото на судах не вывозят. Но для их добычи нужны сотни тысяч тонн всевозможных грузов. Пока в Якутии везут намного больше, чем вывозят оттуда. Идут и идут караваны с самыми различными грузами. А из Якутии идет уголь, плоты с лесом. Внимание, судов, теплоход Пеледой. Сверху подходит перекат Гладилевский. Современные суда проходят днем и ночью, в любую погоду. Но вот парадокс. Суда есть, а речников не хватает. Уходят хорошие специалисты. Но неужели не обидно? Спросили мы у капитана Ярослава Михайловича Валила. Конечно, обидно. И потому обидно, потому что кадры, растущие кадры, которые у нас готовятся, например, до капитана человек доходит в течение 10 лет, он уходит из-за того, что ему элементарно не дают жилья. В основном сейчас упор на флот, а потом флот становится нужный только до октября месяца, а потом флот уже никому не нужный. Он стал на отстой, про него все забыли, что там люди работают, что кадров не хватает, что неподготовленные кадры. И все это становится на круги своя. Собирается какая-то там коллегия или какое-то собрание, поговорили, и как было, так оно и остается. Я, например, знаю капитана Сибирского 6. У него вообще семья вместе с ним ходит. Жена и дочь маленькая, полгода. Все вместе в одной каюте живут, а вот сейчас теплоход станет на отстой, и негде будет жить. И много-много людей у нас уходит. Иногда, чтобы не простаивал корабль, на мостик попадает малоопытный капитан. А ведь север ничего не прощает. И сегодня гибнут суда.
а сколько отчаянных смельчаков расплатились с Арктикой жизнью. Здесь, в дельте Лены, помнят легендарные имена Санникова, Прончищевых. Это памятник капитану де Лонгу. Американская паровая яхта «Жанетта» пыталась пройти к Северному полюсу, но была раздавлена льдами. Их прах вывезли и похоронили в Америке, а памятник на месте их гибели остался. Часть экспедиции спасли местные жители. Четыре столетия назад шли на лодках-кочах этим путем казаки-первопроходцы, удивляясь обилию зверя и рыбы. Благодатные места для охоты и рыбалки. А вот старожилы-рыбаки недовольны. Улов стал меньше. Правда, им есть с чем сравнивать и есть что вспомнить. Здесь особенно хорошо понимаешь, что Лена не просто река. Это история. История якутского народа. История государства российского. Через Якутск, по Лене и по другим дорогам отправлялись в путь отважные путешественники, первооткрыватели северных земель. А в наше время по новым дорогам идут геологи, изыскатели, упрямые исследователи белых пятен Якутии. Правда, наш 20 век предпочитает авиацию. Людмила Ильинична Васягина, командир корабля, старейшая летчица Арктики. Лев Афанасьевич Вепрев, пилот-инструктор, почетный полярник. У каждого из них множество дрейфующих полярных станций Северный полюс, а короче СП. Они разведывали льдины, высаживали десанты. Да, время первооткрывателей не прошло. Остров Жохово. Трамплин к Северному полюсу. Отсюда идут самолеты на поиск льдин для дрейфующих станций. Здесь перевалочная база. Ил-14 – надежная машина. Дорога к полюсу длинная, работа привычная. Они ведут машину по очереди. Но каждый думает о своем. Баба Люба на каком самолете летала? Вон то маленький-маленький, на Н-2, да? На Н-2. И ты летал. Ты еще не летал. А потом баба Люба перешла на этот самолетик, переучилась. И
давно ли давно летает командиром самолета Ил-14. Ох, и давно баба Люба твоя летает на СП. И на 18-й, и на 19-й, и на всех, и на всех. А сегодня куда баба Люба полетит? Опять на СП. Опять полетим на СП-30, да? Увезем дядям продукты, да? Оборудование. Там дяди ждут наш самолетик. И посмотрим, там Мишка белый бегает, да? Да. Вот и дрейфующая полярная станция под крылом. СП-30. Бородатые дяди действительно ждут. Выгрузка, погрузка, общий аврал. Но никто из этих людей не догадывается, что Любовь Ильинична-Васягина — единственная в мире женщина-пилот, летающая на Северный полюс. Строгий, серьезный командир прощается с Арктикой, со своим самолетом. Я на нем летаю с 70-го года. Единственное, что хочется, просто поцеловать его и сказать огромное тебе спасибо за то, что он дал тебе работу, все интересное, что было в жизни. Да жизнь дал, летную жизнь, я имею в виду, полностью мне отдал. И вот дожила до внука, да? И пойдем вместе теперь на пенсию, да? Спасибо этому самолету, да? Спасибо. Другого самолета у нас в аэрофлоте нет, наверное, лучшего. Самое основное, самый основной самолет теперь и внук. Прощаемся с самолетом. Спасибо ему, да? Спасибо. И пойдем на пенсию, да? Самолеты тоже уходят на пенсию. Их списывают. Однако с Ил-14 все обстоит сложнее. Ветераны полярной авиации Юрий Иванович Клепиков и уже знакомый нам Лев Афанасьевич Вепрев. Я считаю, что это очень большое упущение бывшего руководства Министерства гражданской авиации во главе с Бугаевым. Не хотели бить палец о палец, гнались только за рекордами. Это чтобы как можно более выше, дальше и больше поднимать. А на черную работу, которую непосредственно выполняет наша авиация в Арктике, не обращали никакого внимания. Никакого внимания. Разогнали полярное управление, централизованное управление, которое непосредственно занималось и Арктикой, и Антарктидой. Разрозненные подразделения, которые оказались в разных управлениях, очень осложнили организацию этих всех работ. Этот вопрос начал беспокоить уже 5 лет назад, 3 года назад. Поднимали вопрос остро на всех уровнях, и наши заказчики основные, традиционные, что все же знали об этом, что самолеты заканчиваются эксплуатацией. Равноценной замены или что-то похожее на это пока нет. Я согласен с Юрием Ивановичем. Хочу только дополнить вот что. Ил-14 пока единственная машина, которая выполняет эти работы безукоризненно. С большим качеством. И главное, с полным обеспечением безопасности полета. Что нельзя сказать, допустим, о турбовинтовой или, допустим, о реактивной технике. Потому что в обледенении, они попадая, они могут принести большую неприятность. Старое должно уступать дорогу новому. Но когда и какое оно будет, это новое? Жаль. Но скоро рядом с ветераном Ли-2, который здесь до сих пор называют незаменимым, встанет на пьедестал и последний Ил-14. Коротким полярным летом, когда начинается ледовая разведка, Юрий Иванович Клепиков по 15-20 часов в воздухе. Напряженный труд, даже для опытного летчика. Но карта будет сброшена на ледокол. Найден самый безопасный, короткий и экономичный путь для каравана.
Лена осталась позади. Караван входит в Тиксинскую бухту. Лед в ней стоит до середины июля. Речным судам пришлось бы туго, если бы не ледокол. Место, где можно причалить. Так, с авинкийского переводится слово «тикси», но чаще говорят «бухта встреч». Здесь встречается Лена с морем Лаптевых, морские корабли с речными. Отсюда грузы пойдут на Яну, Индигирку, Колыму, а лес в Приморье и в Японию. Разные дороги у Якутии. Голубые, зеленые, белоледяные. Старые и новые. А сколько еще надо будет проложить дорог? Где и кто их протарит? Наверное, это будет нелегко. Но дорогу осилит идущий.